Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы приветствуем вас в нашем легендарном доме, Татарском культурном центре города Москвы. Сегодня мы собрались по особенному событию поздравить тех, чья работа заключается в сохранении и передаче национальных традиций и культуры народов, воспитании подрастающего поколения и просвещении населения в области искусства. Дорогие друзья, хотим поздравить всех работников культуры с профессиональным праздником. Всего вам самого доброго. Большое количество праздников выпадает на нашу долю. Без нашего участия не обходится ни одно городское событие, а это значит, что своей работой мы вносим весомый вклад в развитие городской культуры. Одним из ярких видов искусств является танец, который совершенно без слов может передать образ жизни, становления, традиции, особенности, музыкальную культуру и менталитет народа. Сегодня, в День работников культуры, мы погрузим вас в многообразие народов России, которое будет рассказано самым доступным языком танца. Для торжественного открытия вечера слово предоставляется. Очень здорово. Вы собрались сегодня в действительно уникальном месте. Это историческое здание, которое больше 100 лет, как я уже сказал. Это место, которое называется Татарская Слобода, где татары, по сути, с момента основания Москвы здесь проживали. И в этом же здании начинал свою работу и долгие годы работал великий наш поэт, герой Советского Союза Муса Джалиев. Вот. А танцы, как Владимир уже сказал, танцы что такое? Танцы – это движение, а движение – это жизнь различных народов. Поэтому я бы хотел поблагодарить организаторов мероприятия ради вас, руководство культурного центра автономии за возможность нам всем созерцать, обмениваться нашей культурой, познавать друг друга. Ведь это очень здорово. И сегодня, день, когда мы празднуем День работника культуры, я бы хотел пожелать всем работникам успехов, крепкого здоровья и всем, кто хоть как-то сопричастен к этому, те же самые добрые наши пожелания. Спасибо, Рахмет Бигзу. Спасибо, Евгений. А можно я скажу секрет? Да, можно? Между прочим, он тоже танцевал в ансамбле «Гитара». Самые лучшие годы. Да, Рахмет. Спасибо. Благодарю вас, Эмилий Венерович. Итак, друзья, фестиваль «Хоровод дружбы 2021» объявляется открытым. Приглашаем на сцену начальника отдела продвижения национальной культуры, полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Казакбаева Азата Нуримановича. Хәйерле кич, хөрмәтле кунаклар, дуслар һәм кадерле татар халкы. От лица полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Федорова Андрея Ивановича хочу поздравить всех работников культуры с профессиональным праздником. Лишь на вас держится та культура, то воспитание нашего многонационального народа, и поэтому большое вам спасибо, низкий поклон. Я являюсь сотрудником полномочного представительства, занимаюсь продвижением национальной культуры, и наша культура Башкортостана включает в себя культуру всего многонационального Башкортостана, свыше 160 народов. И в свое время советский поэт Мустай Карим из Республики Башкортостан написал следующие строки. Я бы хотел посвятить их вам. Не русский я, но россиянин. Ныне я говорю, свободен и силен. Я рос как тут зеленой вершине, водой рек российских напоен.
Своей жизнью я гордиться вправе. Нам с русскими одна судьба дана. 4 века в подвигах и славе сплелись корнями в наши времена. Давно Москва мой голос дружно слыша, откликнулась исполненная сил. И русский брат, что есть на свете выше, с моей судьбой свою соединил. Сейчас мы подъезжаем, увидели, что на парковке номера машин и 116, и 77, и армянские номера мы видели. Мы сами на 102-м регионе приехали. И хотелось бы от Башкортостана, так как я занимаюсь продвижением культуры, тоже играл в театре, играю в музыке, небольшой городской. Где занимаются также наши коллективы, Шомкар и ССМ, поэтому это посвящается Татарскому культурному центру. Спасибо вам большое. Наши братские народы всегда будут вместе. Наш глава республики Радик Фаридович часто встречается с главой и с президентом Татарстана, Ниханом, поэтому Дерга Тип Алба. Благодарим вас, Александр Иванович. Ну, а мы начинаем. Как велико значение танца, в котором отражаются традиции, связанные с жизнью, мыслями и чувствами народа. Танец какого-либо народа отличается только потому, свойственной лексикой, приемами, манерами и стилем исполнения, выразительным положением и переплетением рук в сочетании с четким ритмом. Не зря именно через танцы народы передавали свою любовь к земле, традициям, веру в добро и в то, что объединяет нас всех и имеет высокую ценность – вера в дружбу народов. Сегодня выступление звездных коллективов одних из лучших в столице подарят множество ярких эмоций нашим зрителям. Это мгновение культуры является главным богатством нашей страны. И единство воплощается в хороводе дружбы. Мы рады представить вам ансамбль народного танца «Гармония», художественный руководитель Николай Васильевич Курбатов. Россия, как из песни слова, береза юная листва, кругом леса, поля и реки, раздолье русская душа. Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за голос звонкий, как лучей. Люблю, глубоко понимаю себе задумчивую грусть. Люблю все то, что называю одним широким словом Русь. На сцене ансамбль танца «Гармония» с танцем «Гуси-лебеди», солистки Елена Исаева и Аделина Зарекрутинова. Встречайте, друзья!